В Кыргызстане тысячи женщин с инвалидностью сталкиваются с насилием. Часто они даже не понимают, что происходящее ненормально. Это история Камилы, ей 35 лет. Еще в детстве она потеряла ноги, рано вышла замуж, муж запрещал ей учиться или работать, а после рождения ребенка начал бить. Да кому ты нужна? Я тебя подобрал и будь благодарна на этом. Да кого ж там еще принесло? Мне помогли, я смогла спастись от насилия, получить профессию в IT. И теперь я работаю и живу счастливо с дочерью. Это Айпири, ей 25. Она мечтала стать врачом, но из-за врожденной слепоты она училась в интернате, где их не готовили к ОРТ, а после не было денег на ее образование. Нет, у меня получится, я получу высшее образование. Благодаря помощи правозащитных организаций для людей с инвалидностью Айпири нашла возможность поступить на бюджет в медколледж, а после много трудилась, а когда не было книг для незрячих, ей помогали другие студенты, и она смогла закончить колледж с отличием. Сейчас она строит карьеру и счастлива, что смогла получить образование. Джиргал 20 лет, у нее инвалидность по слуху. В детстве родители были моими проводниками в мир и переводчиками. С возрастом стала самостоятельная и начала замечать стену между собой и обществом. Но вот недавно она столкнулась с тем, что ее начал преследовать знакомый. Он трогал ее, и она начала его бояться. Джиргал пошла в милицию. Джиргал помогли, потому что в любом месте должны быть инклюзивные условия. В Кыргызстане более 200 тысяч людей с инвалидностью. Многие сталкиваются с насилием и дискриминацией, но мы, как осознанное общество, можем сломать любые барьеры. Если вам кажется, что вам нужна помощь, вам не кажется. Обязательно обращайтесь за помощью. Телефон доверия для детей 111, милиция 102, горячая линия омбудсмена Кыргызской Республики 115, служба юридической помощи 114.